Отдельно в пассажирском салоне и, не дай бог, в багажник посадить. Любимец Акимджана капризен даже в выборе еды. Для того, чтобы он был бойцом, его надо очень хорошо кормить, давать яйца, что попало он не ест. Полметра в высоту, размах крыльев и лап еще внушительнее. Бойцовского петуха фермер заказал из Кореи. Птица стоит почти так же, как подержанная малолитражка, больше $1000. Надо постоянно поддерживать в них бойцовский дух. Каждый день бегаю, тренирую его по 15 минут. Это и для меня спорт. Из соседнего района петуха Акимджан привез на очередной бой. Несколько раз в неделю в южную столицу Кыргызстана съезжаются владельцы самых лучших бойцовских птиц. Мы выставляем их на ринг, если бойцы подходят друг к другу по весу, по возрасту. Дома у Рахматуллы еще около 30 петухов. Каждого надо тренировать и кормить по особой диете. Баранина, яйца, сливочное масло. На мясо такую птицу не пустишь. На домашние слабость юноши прощают. Это здесь традиционное среди мужчин развлечение. Мы фанаты этого вида искусства. Сюда приходят не ради денег. Это спортивный интерес. Надо показать, что твой петух сильнее другого. Сегодня в зале прошел всего один бой. Силы у соперников оказались равные. Те, кто делает ставки, нервничают. Их коэффициент меняется каждую минуту. Правда, хозяин вьетнамского петуха, того, что с желтым оперением, в победе своего питомца уверен. Он очень хорошо дерется. Мне все нравится. Когда у обоих петухов ни сил, ни практически перьев на шее не осталось, вьетнамец Мелиса все же выиграл. Победа любимца принесла ему 20 000 сомов. Сразу после боя петухов унесли. Сейчас для собравшихся важнее рассчитаться. Кто-то потерял деньги, а кто-то, наоборот, выиграл. Дибек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Ошская область, Кыргызстан.